выпуске. Употреблял, распространял, склонял подростка. Жителю Вуктыла грозит срок в Ухте. Память о невинных жертвах. В Ухте отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Чудо случилось. Мустафе Камалы из Нижнего Одесса сделали укол жизни. И снова за партой в Ухте стартовал учебный год. Подробности прямо сейчас. В Ухтинском отделе Следственного комитета завершили расследование дела, возбужденного в отношении уроженца Вуктыла. Молодой человек 20 лет приехал в Ухту на учебу в УГТУ, но грызть гранит науки ему не понравилось. Вместо этого он выбрал работу закладчика. Устроился в интернет-магазин и занялся распространением психотропных веществ. С мая 2021 года парень забирал партию, фасовал и раскладывал наркотики по закладкам. В один из таких раз в районе коттеджного поселка Земляничная Поляна его и задержали сотрудники МВД. При нем было обнаружено также наркотическое средство в значительном размере. Напомню, что речь здесь идет о метилэфедроне, так называемой соли, которые распространены у молодежи. Но также было установлено, что в городе Ухте он познакомился с несовершеннолетней девушкой, и на протяжении длительного времени он эту девушку тоже склонял к потреблению наркотических средств, а именно наркотические средства гашиш, амфетамин, а также эти соли. Такое общение с 16-летней девочкой-сиротой также признано преступлением по статье 230, а именно склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. Помимо этого, фигурант дела давно употреблял психотропные вещества сам, уже был под прицелом правоохранителей, привлекался к административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2015-2016 годах обучался в закрытом воспитательном учреждении. Помимо того, что он занимался незаконной деятельностью, он успел обворовать своего криминального работодателя. Похитил товар, сказав оператору наркомагазина, что сбыл его. Теперь молодой человек находится в следственном изоляторе, ждет приговора суда. Санкции статей, по которым он проходит, предполагают до 20 лет лишения свободы. В Ухте возле памятника «Черный тюльпан» прошел траурный митинг в честь безвинных жертв террористических актов. Дата 3 сентября для Дня памяти погибших, а также солидарности в борьбе с терроризмом выбрана не случайно и отмечается по всей стране. Именно в этот день, в 2004 году, был произведен штурм школы номер 1 в Беслане. Но это не единственный акт, в котором пострадали граждане нашей страны. Сегодня вспоминают и другие трагичные страницы истории России. День солидарности в борьбе с терроризмом. Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим в Беслане, в театральном центре на Дубровке в Москве, в Буденновске, в Первомайском, при взрыве жилых домов в Москве, в Буйнакске, в Волгодонске, в терактах Тушина и столичном метро. Но одним из самых трагичных был и остается теракт на Первосентябрьской линейке в школе номер 1 города Беслан. Напомним, в течение 3 дней в заминированном здании удерживались более 1100 человек. После взрыва и последующего штурма, включая спасателей, погибло 333 человека. Большая часть из них, 186 жертв, были детьми. В июне этого года наша редакция делала материал о сборе для маленького Мустафы Камалы. Младенцу из Нижнего Одесса с редким диагнозом спинально-мышечная атрофия первого типа нужно было одно из самых дорогих лекарств в мире. Препарат Золгенсма стоил неподъемных для семьи денег – порядка 160 миллионов рублей. Мы познакомились с малышом и его мамой Бану Чечек, когда Мустафа наблюдался в детской больнице Ухты. Тогда родительница, едва сдерживая слезы, говорила, что сохранить жизнь ее ребенка и дать ему шанс на полноценное счастливое будущее может
только чудо. Так вот, оно случилось. Мама мальчика сообщила об этом редакции ГСП в последние дни нашего отпуска. 27 августа Мустафе сделали укол жизни в Москве. Сбор был закрыт благодаря фонду «Круг добра». Теперь малыш будет проходить реабилитацию. Собранные при помощи неравнодушных людей деньги, более 2 миллионов рублей, семья из Нижнего Одесса пообещала передать другим детям, которые борются с этим же недугом. В Ухте, как и во всей нашей необъятной родине, сегодня, 1 сентября, стартовал учебный год. Каникулы остались приятным воспоминанием, а двери школ вновь открылись для более чем 12 тысяч ребят. Для некоторых учреждений дата стала двойным праздником. Так, школа номер 5 теперь может похвастаться обновленными интерьерами. Из бюджета на ремонт этого учреждения выделили более 15 миллионов, а меценаты отремонтировали парадный вход. Именно там после долгого перерыва провели праздничную линейку. За лето было у нас отремонтированы все поменены окна, все новые окна. Был произведен ремонт в пищеблоке. Ну и я думаю, что у нас еще много приятных изменений по ремонту и благоустройству школы. Будет еще ремонт в спортзале. Ждем, что у нас установка ограждений будет в этом году. Так что нам очень приятно, мы очень все рады, и родители. Но пока взрослые хвастаются обновлениями школы, а также внушительным опытом празднования Дня знаний, первоклашки только в предвкушении радости учения в общеобразовательных учреждениях. Кто-то стоит на своей первой школьной линейке едва ли не со слезами на глазах. Кто-то, напротив, залихватски оттанцовывает перед первыми в своей жизни уроками. Ну и куда ж без стихов. Интернет давно изучен, из ТикТока не разлучен, но тоже скайп, айпод, школа на урок зовет. Пока малышня читает стихи на обновленном школьном крыльце, 11-классники, которым в 2022 году со школьными стенами придется прощаться, делятся своими эмоциями, а также пожеланиями одноклассникам, ну и преемникам. Печально, но с другой стороны это новый этап. Скоро для меня откроется. Одноклассникам пожелаю то, что и себе удачи в сдаче экзаменов. Для нас это сейчас важный этап. А первоклассникам терпения, труда такого. Мне кажется, образование все сильнее и сильнее начинает набирать обороты, поэтому им будет сложнее, чем нам. Терпением придется обзавестись 75 вчерашним детсадовцам. Именно столько первоклассников в школе номер 5 в этом учебном году. Есть первоклашки и в рядом стоящем детском саду номер 50. Нет, мы ничего не перепутали. Там теперь тоже есть школьники. И тоже стартует учебный год. Здесь открывается новый, уникальный для Коми учебный класс для детей с аутизмом. Он заработал на базе 16-й школы, но находиться будет именно в детском саду номер 50. Чтобы ребята могли чувствовать себя комфортно. Чем это хорошо? Они в социуме, но немножко у них своя спальня, у них просторный класс, у них то, чтобы перейти вот эту преемственность от детского сада к школе. Им это нужно пережить родителям, учителю. Для 6 первоклассников тут организовано сопровождение специалистов, тьютера, ассистента, педагога-дефектолога. У ребят будет двухразовое питание, свой специальный режим учебы и запланированный перерыв на дневной сон. Как отмечают специалисты, это поможет детям с особенностями развития пройти адаптацию к школьным условиям после детского сада, ну и раскрыть их потенциал, выявить таланты и развивать их в комфортной среде.